Добрый день! Вчера у нас СФ прошел отлично, несмотря на погоду. После обеда солнце выглянуло, поэтому было нормально. Еду возвращать машину арендованную, которую взял, чтобы поехать на цех. Вчера вот друг заправил полный бак, и с таким баком еду возвращать машину. А так, когда брал, вообще уровень бензина был маленький. Но ничего страшного. Сегодня вообще жара, синее небо, зелень, мелень. Все по кайфу. Так, мы вышли на улицу, получается, ЖК Гульдер. Вот у нас подъезд. С той стороны выходишь на парковку, с этой стороны выходишь на детскую площадку. Пока наша мама готовит ужин, с детьми вышли погулять. О, которая площадка, да? Вот, получается, есть спортивная площадка и детская площадка. О, дикорнехара. Тут, получается, несколько домов по адресу Абишева 36, несколько магазинов. Вот это, с этого ракурса, это стороны у меня рабочая зона. Да. И, короче, как площадка, говори, Аяна? И площадка, да? Там спортивная еще футбольная площадка есть, да? Вот смотри, очень удобные детские площадки, тротуары. Да. Вам нравится, да, она? Ага. Так, вот вторая площадка тоже очень уютная, комфортная, качественная. О, баскетбольная площадка. Мы живем в этом корпусе. Бувар корпус, бувар, олбар. О, Джиганер сиджи vardı. Элбар, это. Там еще корпус стоит. Несколько домов, короче. А вот там тоже площадка получается. Ну, прям вообще для детей, все для детей. И для взрослых можно тут по утрам подтягиваться, наверное, зарядку делать. Растения, цветы, туда-сюда, короче. В общем, все для людей. Магазин рвала, да? Нара? Сколько магазинов уже побыли здесь? 2. Да, 4. Мы видели, что магазинов. Там салон красоты по имени Аяна. Да. Так, вот сосед наш посадил коляску и катает, короче. Осторожно, сильно не газуй. Все. Получается, есть кофейня, аптека, вот магазинчик 1000 мелочей. И с той стороны, получается, у нас 2 шлагбаума, там заезд, там выезд, короче, и там тоже магазин. Вот Розенмаркт стоит, и с этой стороны тоже большой магазин, продуктовый маркет. Вот там были, да? Да, вот там, а здесь? Да. Что меня удивило, что здесь очень много парковок для автомобилей, потому что обычно возле многоквартирных домов это большая проблема, а в Алматы, я насколько знаю, проблема с землей, да, но тем не менее вот это ЖК очень много участков предоставили, оставили именно для парковок, что очень удобно, потому что я машину арендовал, ночью приехал вчера и спокойно парковался, допустим, да, мест было очень много. А, допустим, в Якутске, возле своего дома, если после 8 вечера приехать, то, соответственно, мест обычно не бывает, очень проблемно. Сложно машину сдать. Да, а здесь, оказывается, ну, несмотря на то, что очень много домов здесь, парковка в любое время, ну, как бы присутствует, сами видите. Сегодня, да, ну, сейчас пока рано, конечно, но вечером тоже все равно мест будет много. Вот, покажи горы. Горы Алматы. Можно с утра выйти, вечером, в любое время заниматься. Подтягиваться. Опа. Знакомый по голосу узнал. Да?
Я тут видео снимаю, мы везде снимаем, меня не подходит. А, да? Как вас зовут? Получается, эта зона чисто пешеходная. Вот видите, ограждения стоят, машины сюда не заезжают. Вот там ограждение стоит, вот там шлагбаум стоит. Поэтому здесь дети спокойно гуляют, бегают, прыгают. На самокатах катаются. Не так, что прямо у подъезда вот так машины не подъезжают. Ну, то есть с одной стороны только подъезжают, с той стороны, с наружной стороны, а внутри стороны не подъезжают. Чекай, баду, как я баду? Баду, как? Волки здесь есть, короче, что-то он худощавый сильно. Я лично сам против зоопарков, но сегодня против системы не мог пойти. Дети захотели, поэтому пришлось приехать и им показывать. Вот волк, вот там тоже. Катаемся на пони. Первый пошел. Ходячий, да? Бардвар. О, не ходили, кой? А, мади. Вот белый медведь охлаждается от солнца. Думает, куда меня перевезли, в какую жару, наверное, думает. Я же должен жить, наверное, в снегу, на льду, да? А тут такая зелень, мелень, жара, солнце. Вот мелеет прям такой. У нас в Якутске тоже есть зоопарк, там белые медведи, два белых медведя, которые рожают детей и их отправляют по разным зоопаркам, короче. Всей республикой придумывают им имена и то ли передают другим зоопаркам, то ли продают, ну, в общем, в других городах их забирают вроде как. Вот такие амбалы, короче, стоят в городском парке. Вот с обеих сторон. Дико, да? Скольких они повидали, сколько лет простояли вообще. Прямо вот по дорожке с обеих сторон. Ну, как вот специально, наверное, посадили. Это получается уже когда-то кто-то сюда пришел, все спроектировал, подумал о будущих поколениях и решил вот оставить такую красоту. Утки плавают вместе с людьми, получается. Очень много уток, вот там тоже сидят. Селезни. Счастливые утки остались здесь. Несчастливые улетели в Якутию, а там их поджидали охотники ночами и днями. Так, пришли, получается, на Зеленый базар, знаменитый алматинский базар. Сейчас зайдем, посмотрим цены. Думаю, что-нибудь купим тоже. Вот из парка, центрального парка пешком пришли, тут рядом 1 километр, оказывается. Вот идем на главный вход. А он на тут, как базар, пёх базар, по-якутски пёх, от пёх. Вот такой фруктово-ягодный рай, короче говоря, в базаре. Ну, цены не сильно дешевые, как оказалось. Мы сразу тенге переводим на рубли, делим, короче, сколько получается, рассчитываем сразу. Вот такие вот ляжки, прям такие сочные. Нету камыс? Есть, да? Да. Ну, здесь хотите попробовать? Не, а сколько стоит литр? А? Литр сколько стоит? Шубат 1800, а хумус по 2000 литров. Литр по 2000, да? Чисто хумус не сдавать. Чисто камыс. Дайте литр.
Вот. Короче, говядина по-казахски сыр, оказывается, у нас инах. Хой это тоже у нас хой будет баранина. И жилхы будет сылгы тоже. Вот прям сразу на глазах выжимает сок гранатовый, апельсиновый. То есть никакого консерванта и химии. Пьем кумыс и едем домой по алматинской пробке. Давай, за твое здоровье. Приятно. Так, сегодня приехали в Апорт Молл. Оказывается, рядом с нашим домом он находится. Очень большой торговый центр. И мы сюда пришли, чтобы посетить аквапарк Гавайи. Но только пока не можем найти. Правда, очень большой. Спортмастер, тоже большой магазин тут есть, оказывается. Там очень много фастфуда. Тренажерный зал в торговом центре. Это вообще, наверное, круто. Я начал ходить тоже в спортзал 3 раза в неделю, но с приездом в Алматы что-то пока не ходил никуда. А в Новосибирске сходил в местный зал. Вот здесь тоже хотел, но по Тугбису смотрел, что рядом тренажерный зал что-то не было, прям рядом с домом. Поэтому пока у меня не получается. А вот и наш, получается, аквапарк Гавайи. Вот уже дети наши стоят. Короче, сегодня в среду аквапарк работает с 12 часов, а мы переехали в 10, ну, по графику, да, 10 работает, по идее. Но именно сегодня работает с 12. И вот не знаем сейчас, будем ждать или поедем в Коктебе. И завтра сюда пойдем, потому что завтра должны поехать на Коктебе. И вот такая, короче, тема. Так, какие фильмы идут на данный момент в Казахстане? Тастаймын, Аусени, Казахфильм, Фурьоса, Хроники Безумного Макса, Голливуд, Корага Кирдик, тоже Казахфильм. Менің атым қыз болсын, тоже Казахфильм. Так, получается тариф на взрослого человека 24 часа 7,690, на ребенка 5,890. Дети до 3 лет входят бесплатно. Это мой, получается, личный второй аквапарк. Первый раз я был в Пхукете, Таиланде, это личный аквапарк, а сейчас вот внутри дома. А дети мои впервые пришли в аквапарк. Людей мало, 4 часа можно тусить спокойно. Здесь, получается, есть также покрышки внутри, пополняешь этот браслет деньгами и покупаешь внутри, получается. А также здесь есть спа, процедуры, дополнительные оплаты, получается. Есть вот эти кофе, детей потерял, искал, не нашел, короче, потом решил выйти на улицу, поплавать как человек на уличном бассейне. Холбадым. Че? Так, ну да. Трясется, короче. Тут кондиционер еще работает, оказывается. Хайрлы кеш, идем по вечерней Алматы с Айваром. Уже темно, ничего не видно. Сняли, короче, видео для канала Айвара. Скоро будешь, когда будешь? Жақында. Да. Вообще темно, вообще ничего не видно. Идем, короче, сейчас Даулет. Даулет, короче, приехал, здесь стоит, ждет. Пригласил на ужин. Пойду поужинаю, потом должен подъехать. Гана Баратан должен подъехать. Да, вечером после 10 сказал еще. С ним должен встретиться. Короче, сегодня я во сколько? 9 утра вышел с дома.
Сейчас сколько время? 8 вечера только. И на ногах. Да, еще неизвестно, когда дойдут до дома. С стороны будешь вниз спускаться, когда сверху. Да, Сабай лучше. Мы вот сейчас именно Сабай вот на Ясой поворачиваем. Айбар, тебе где, как? Да без проблем, Ты с нами езжай? Чё? я сейчас, да, чуть посижу и поеду. Самый дорогой район Алматы, Медеевский район. Рядом второй. И вот такие вот здания. И Синтай Молл. Вот тут на горе получается вот казахский флаг большой на флагштоке. У нас в машине тоже казахский флаг. Вот такие модные дома в Медеевском районе. Здания такие. Поднялись на Коктебе. По-нашему будет Кёхтебе. Кёхтебе. Зеленая голова, короче. Кёк-базар, Коктебе, Кёхтебе. Все. Вчера? Тулады. Сразу мороженое. Ханылан. Bir şarj aus Süstinge. Светлый облик твой и весну твоих садов. Много довелось на земле большой видеть мне городов. Много городов, но один навек дорог как человек. Где бы я не бродил вдали, вновь возвращусь сюда. Здесь мой дом, здесь мой центр земли, Алмата, Алмата. Добрый город мой, сердцу ты навек дорог как человек. Так, спустились, получается, по канатной дороге из Коктебе. И когда спускаемся, сразу тут площадь такая, красивая площадь с фонтанами. И вот знаменитое здание гостиницы «Казахстан». И вот здесь тоже красивое здание. В этом здании 10 декабря 1991 года состоялась инаугурация, посвященная вступлению в должность первого всенародно избранного президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Это, друзья, памятник Абая Кунанбаева. Напротив Дворца Республики. В самом-самом хорошем районе, в самом хорошем месте стоит памятник Кунанбаева. Вот здесь система орошения, получается, прям постоянно распыляет, короче, травку, чтобы здесь всегда было свежо, зелено и красиво. Видите, какая инфраструктура в городе. Так, у меня есть, получается, старший, который живет в Костанае, его зовут Булат. Мы с ним постоянно общаемся, переписываемся, созваниваемся. Ну, давно уже общаемся. И он мне говорит, я тебе отправлю деньги на ресторан, говорит, потому что я тебя не могу встретить. Говорит, я говорю, о, не надо, говорю, мне там в Алматы ребята встретят, говорю. Он говорит,
О, братан, не отказывай, говорит, у нас казахов так положено, встречать гостей и так далее. Я сам не могу туда приехать, говорит, с Костаная, поэтому я тебе отправлю деньги, говорит. И вот отправил 50 тысяч тенге и специально сказал, именно идите на этот ресторан, как называется? Хачапури Хинкалевич называется, да. Поэтому мы сюда пришли, но вот максимально старались заказать. Так что үлкен рахмет, дуаға ас болсын. Да. Мақтау деймін онда. Спасибо деймін. Спасибо. Все, записал? Сейчас не до записи, я вам одно интересное Не, вещь а расскажу. вы что-то ему не будете говорить? Кому? Ему. Ну что, Про скажите, боксера. подписчикам что-нибудь скажите тогда. Раз такое дело. Я встретил Эркина Эверстова, большую работу делает. От степных саков, сибирским сакам привет. Ага, окей. Махтал. Так, вот ребята приехали, Илья, Сакен. Вот 2 года назад буквально на этой же машине таким же составом, да, и по этой же улице ехали, короче, и вообще как будто даже не уезжал, как будто это было вчера. Время быстро летит вообще. Идем опять кушать. Да, только покушал по идее, но все равно идем кушать. Вот. Вот с дома вышел, короче, девочка, папа, говорит, не за руку держит и не пускает. Вот бабушка ее хочет этот меня забрать. Она, короче, папа, да. Папа, да? Папа? Папа, да? Ладно, пока. Пока. Короче, у меня телефон, получается, вот, который уменьшает громкость, сломался, короче, тут не нажимался. Сейчас вот зашел, ремонт сотовых, короче, показываю. Открыл, вскрыл там, короче, что-то сделал и заработал. Я говорю, ну сколько платить надо? Не, Бару, не надо, говорит. В смысле не надо, давай там пару соток оплачу, говорит. Не надо, от души, говорит. Вот такие люди тоже есть, оказывается, здесь. Поселок Алатау приехали посмотреть. Сейчас едем в одно место, потом поедем в Талгар. Прям смотрите, какая улица. Это считайте уже 2 кирпича уже она держит это. Короче, максимально утепленная. Да. Вот, например, По идее, говорят, вот так должны были строить, но его посадили вот так. Внутри тройка пеноплекс, снаружи тройка пеноплекс. Вот нам, например, этот дифферной ленты не надо. Вот пеноплекс от основания до конца идет пеноплекс. С той стороны вход, да? Да, Котельная? там котельный, а с той стороны будет это терраса плюс кухонная студия. Перегородки поставили вот так, получается. Да. Ну, там посчитали ГХЛ-ку и Да. направляющую, вот это все, она дороже выйдет, чем Отсюда выход, да, будет? Да. Здесь будет терраса. Заезжаем в город Талгар. Вот такие красивые горы, виды на горы. Короче, экскурсия получается по окрестностям Алматы, города. Илья, как всегда, возит, показывает, рассказывает, где, что, кого. Вот на Талгар, получается, из Алматы очень много людей ездят на выходные, вот на горах погулять, на лошадях кататься. Вот, здесь говорят, ну, получше, короче, локации. Туда-сюда, вот сейчас можно налево, направо поехать. Нет, налево. Центр Талгара, город Талгар, Алматинской области, Сейчас. где очень много туристов приезжают каждые выходные. Тоже тут поток машин, да, такой? Да. Не слабый. Ну, Все в городе тусуются. Тоже рядом.
получается, некоторые, ну, многие здесь живут, ездят туда на работу в Алматы. Отсюда. И в садик. Там Вот каждый первая линия горы, у подножия горы едем с Талгара на Исык. Вот она стоят гора. Ну, то есть это первая линия получается, потом дальше уже повыше и выше там уровни. Заехали в город Исык, здесь нашли золотого человека. Здесь есть Сакские курганы и есть озеро Исык бирюзовым цветом. гора. Гора, да, туда высоко. В центре примерно. Вот это вот спускается с Тургенева, с ущелья речка. Ага. Там мы сейчас поедем. Вот горы прямо на ладонях. Вот мечеть красивый. Я все это видел уже в Ютубе. Я тоже этот город изучал. Вот этот переулок, вот этот район, помню, смотрел. Так, мы подъехали, получается, к Сакским курганам, где были похоронены саки. И вот стоит памятник. Как он выглядит, пойдем покажем. Это символ Казахстана. Почему его назвали золотым человеком? Потому что когда его нашли, был полностью одет золото, но не полностью. Было очень много золота. Из-за этого его прозвали Алтын Адам. И вот такая шапка была у него. Это вот получается одежда саков. Вот видите, еще нож у него на поясе. Че, похож на меня? Да? Да, и вот рядом получается у него барс вроде. Да, мощно.
Вот на выезде из Сыка тоже Сакские курганы, вот отсюда видно, вот эти вот бугры, да? Вот. Вот здесь захоронены, получается, саки. И это охраняется перед законом, государством. Вот музей. Все, забор. В общем, охраняется, и такая территория просто лежит. Никто их не трогает, никто их не копает, не выкапывает. Вот такая большая территория. Вот как относится, получается, в Казахстане к своим предкам. С уважением, с почтением. Вот и туда идет дальше. Уезжаем из квартиры, которую сняли на 8 дней. Сегодня вот уже 1 июня. Хотели поехать на Капчагай, но решили не поехать, потому что сказали, что там делать 3 дня. Просто в воскресенье съездим туда и обратно. И все. Поэтому сегодня переселяемся в центр, на Арбат. Там квартира, конечно, старая, но локация как бы хорошая в центре, да? Будем смотреть Алматы из другого ракурса. Очень шикарная квартира. Оставили магнитик из Якутии, не распаковали, может быть себе оставят, может быть кому-нибудь подарят, поэтому не распаковали. Вот такой вот коридор. Здесь комната тоже очень большая, с 2 окнами, с видом на горы. Рабочий стол, пожалуйста. Санузел тоже очень просторный, хороший, стиралка. Все, короче, есть. Вот тоже мыльно-рыльная, туалетную бумагу, все тоже подготовили. Очень хорошая квартира, нам очень понравилась. Кому надо, номер оставлю. Ну, здесь далековато, конечно, от центра. Кто хочет просто чилить, лежать, отдыхать в хорошей квартире, в хорошем ЖК, можете, конечно, сюда приехать. А кому надо часто в центр, соответственно, далековато отсюда. Поэтому смотрите сами. Парковок всегда хватает, то есть хоть ночью, хоть днем, всегда есть свободные места. Впервые вижу, чтобы возле многоквартирного дома было так много парковочного места. Вот сидим, ждем такси, значит, на площадке, и хозяйка квартиры подарила нам конфету и вот такую бутылочку. Давай. Давай, бери. Ой, какой улица? Арбат, город Алматы. Жилет жилы, дед Рокоссовский. Вечером, наверное, здесь вся движуха. Уличные музыканты и так далее. Так, короче, получается, гуляя по Арбату, и вот Маурум подошел, поздоровался, говорит: о, Эркен, здорово, говорит. Как зовут, кстати? Данияр, да. И здесь сидит, кажется, скамейка, прохлаждается. И сразу знал, да? Да, жду родственников, и ты проходишь, я как бы, поначалу так присмотрелся, не понял, а потом смотрю точно, Еркин идет. Да. Всем привет, уехал. Салам алейкум. Красавчик. Тусовка возле станции метро Жибек-Жалы. Просто тут парень стал с микрофоном и всех зазывает, конкурс устраивает. Красавчик.
Yazılı kırkını de, faydasını okunu de, senizde parmağını, şunlarday tavalmadı. Senizde parmağını, şunlarday tavalmadı. Şunlar tuğan günüsü olsun, ömür uzak olsun, ömürler bire verir. Иду по вечерним Алматы на встречу с Данияром. Сегодня познакомились на Арбате. Подошел, поздоровался, поговорили. Давай вечером посидим, говорит. Я говорю, ну давай, базажок. И вот сказал, локацию отправил рядом с Арбатом. Пинта-бар, по-моему. Иду туда. Квартиру сняли тут рядом. Старая квартира на первом этаже. Ну, холодная, старая, поэтому завтра опять съезжаем на ЖК Алматы. То есть здесь должны были 3 дня, по идее, побыть. Но из-за того, что квартира не понравилась, съезжаем на другую квартиру. Подороже, конечно, но на нормальную ЖК. Вот подхожу к Арбату. Народу уже очень много, днем поменьше было. В основном вечером уходят. Даниар, брат, пригласил на ужин. Ужинаем стейк медиум. А у меня полной прожарки там медиум. Асболсон. Да, вот такое месте сидим на улице, на проспекте Назарбаева, Фурманова, Назарбаева. Вот такой, короче, кайфовая локация. Доброе утро. Вчера заселились в вот такой ЖК Алматы. В центре. Новый ЖК. 3 месяца назад только сдали. Площадка очень хорошая, территория хорошая. Также машины сюда тоже не заезжают. Все стоят за территорией. Вот есть подземная парковка. Сразу с подъезда на лифта спускаешься. Мы живем в этом доме. Здесь вот ящики для кондиционеров покрашены под цвет фасада. В один цвет. То есть не видны вот эти кондиционеры. Там футбольная площадка, баскетбольная площадка. Скамеечки, стулья, короче, все есть. Вчера вечером тут познакомился с одним жильцом здесь. А он говорит, это не элитный ЖК, говорит, просто эконом-вариант, говорит. То есть вот это для них эконом-вариант. Вечером, получается, тут все с подсветкой. В тот раз, когда только приехал, сразу же пошел в СОН, чтобы оформить ИИН. Но у меня загранпаспорта не было, поэтому не получилось. Нужен загранпаспорт, оказывается, для оформления ИИН. Потом с этим ИИНом открываешь карту местную, да? Каспий банк или Халык банк. И вот так ходили, мутились. И вот завтра уезжаем в Бишкек. И вот сегодня решили с женой пойти в СОН и оформить ИИН. А он делается один день, то есть завтра сказали, будет готово, ну, говорят, будет готово. И то есть мы завтра перед отъездом в Бишкек должны забрать ИИН, поехать в Каспий банк, открыть карту и уехать в Бишкек, получается. То есть, как всегда, ждали последний момент, да, чтобы так на грани фола все это дело оформить. Мы не знаем, сейчас поедем. Возможно, завтра, если поздно вечером будет готово, то, соответственно, не успеем. То есть тут сколько, уже почти 10 дней живем, и на последний момент, короче, его оставили. Рядом с ЖК Алматы, где мы сняли квартиру, есть вот мега парк, торговый центр. И вот сразу же такая площадочка у него. А мы идем в СОН туда. Вот такой номер дали, 2263. А здесь что-то вообще как будто далеко. Народу очень много. Алмалинский район, СОН. Хотя, смотри, до вас 10 адам где-нибудь. Нормально, да?
Так, сходили в ЦОН, подали заявление на получение ИГИН, сказали, придет уведомление завтра, ссылка придет, по этой ссылке заходите, и там будет ваш номер ИГИН. То есть сюда переходить, получать ничего не надо. У меня знакомый работает в Астане, в госуправлении каком-то, который вот разрабатывает вот эти системы для удобства населения. Вот ЦОНы они открывали, потом там электронные паспорта, электронные права тоже они разрабатывали. И мне рассказывал, что из России приезжали смотреть ЦОН здесь, да, потому что ЦОН открылась впервые в Казахстане, чем в России МФЦ. МФЦ это многофункциональный центр, а ЦОН это центр обслуживания населения. То есть, ну, смысл один и тот же. Сначала ЦОНы здесь открылись, потом МФЦ открылись в России. И здесь по ЦОНу у меня было замечание, я сразу же передал этому человеку, потому что такое, касса есть отдельная, то есть идешь к специалисту, потом идешь в кассу, занимаешь очередь, оплачиваешь, потом обратно специалисту. Ну, не очень удобно для человека, да, для населения. А у нас, например, в МФЦ кассы есть у каждого специалиста, то есть у них есть терминал, сразу оплачиваешь на месте и ну, никуда не бегаешь, не занимаешь очередь и там не сидишь. И я ему это сказал, и, возможно, скоро в ЦОНах тоже будет так же. То есть человек пришел к одному специалисту и там же оплатил, там же оформил, и там же все сделал. Удобно, удобно. Так. Приехали в ботанический сад. Этот малыш вообще целует цветы, нюхает. Немножко. Ага, радуется. Четко, да? Ага. Вот такая красота. Вот горы очень близкие отсюда, оказывается. Прям зеленый рай. Вход платный, до троих 2800 что ли оплатили. Приехали, получается, с таксистом, который родом из Казахстана. Ой, из Казахстана, говорю, из Китая. И, короче, говорит только на казахском. Русский язык не знает, оказывается. И мы с ним давай общаться. Где-то на казахском, где-то на якутском. Короче, и немножко поняли друг друга. Говорит, знает и казахский, и китайский, и уйгурский, и дунганский языки знаю, говорит. Ага, балык бар, балык. Ага. Ага, балык, балык. Как они с рыбами живут? Ням-ням, зелено, ням-ням. Опаня. Или которые ссорятся. А что лебеди рыбу? Anası öpüdü işleri kaşıktın jarası öpüdü işleri kaşıktın jarası Жылайым, жылайым, азат кузmayım, айтуға kalkamaz susayım, айтуға күйгіңді kalkamaz. Вчера поздно вечером переехали в Чолпан-Ата, заселились. Сегодня иду вот в магазин. Далековато, оказывается, но нормально. Так, вчера все-таки мы оформили карту Каспи. Получается, позавчера подали заявление в ЦОН. Вчера утром пришло номер ИИН с утра, как мы хотели. Потом жена пошла в Каспи банк открывать карту. И ей говорят, нужна временная регистрация, чтобы открыть карту. Она мне звонит из банка, говорит, оказывается, не получается, нужна регистрация. Я тут вспоминаю, что мне когда-то до этого Айвар говорил, что если нужна будет регистрация, обращайся. Я ему звоню, так и так, у нас время притык, мы должны выехать в Бишкек, потом сразу поехать на Чолпан-Ата. Поэтому, если это быстро получается, то давай, если нет, то все, типа, мы выехали. Он говорит, все, быстро делается, онлайн, отправь паспорт, сейчас делаю, говорит. Я отправляю фото паспорта, и он отправляет уже электронный документ. Вообще четко в Казахстане, оказывается, в этом плане, чтобы вот так быстро
делали онлайн-регистрацию человека, я впервые вижу. Поэтому молодцы в этом плане. Поэтому у нас удалось открыть карту, вовремя выехать, съехать с квартиры и благополучно приехать сюда. Каспий банк я открывал. Ну, сначала по приколу хотел открыться, но не было загранпаспорта, поэтому не получилось. Потом я с Даниаром сидел, ужинал, он говорит, открывай Каспий банк, ты что, туда-сюда. Короче, я вот до этого смотрел твои видео, хотел тебе скинуть, но у тебя не было там никаких карт, реквизитов. Открывай, может кто-нибудь хочет тебя поддержать, канал твой. Камеру хоть нормальную купишь, типа такой, короче. Я такой, ну ладно, давай попробуем. Поэтому в этом выпуске будет здесь номер Каспий банка. Ну, для меня это очень неудобно было на самом деле, но он как-то меня убедил, что это нормально, все так делают и так далее. Вот. Ну все, всем пока. На этом алматинский выпуск заканчивается. Начинается кыргызский выпуск. Алматы, как говорится, до встречи. Вот с сыном идем в магазин. Мужиков отправили в командировку.